На нашай студыі далучыўся Ігор Макар, былы баец і адзін з камандзіраў у спецпадраздзяленні «Алмаз», які быў вымушаны з'ехаць з краіны з-за сваіх палітычных поглядаў больш як 10 гадоў таму. Спадар Ігора, вітаю вас. Да, здравствуйте, добрый вечер. Я думаю, што вы бачылі гэтыя ўжо кадры, якія зараз з'явіліся ў сеціве, і вось з гэтым Александром Лукашэнкам, які махае аўтаматам, і ранейшыя гэтыя відэакадры, якія таксама злівалі з персанальных відэарэгістратараў і з ручных вось гэтых камераў. У вашыя часы, калі вы служылі, гэтага ўсяго, пэўна, яшчэ не было, былі толькі ручныя камеры. Але ці ёсць у вас нейкая вось думка, хто б мог такія файлы зліваць? Хто мае доступ увогуле да такога кшталту там касетаў, запісаў? Да, я скажу, хочу, наверное, начать и затронуть самую важную тему на сегодняшний день. Это, на мой взгляд, один из самых ключевых вопросов. Это то, что мы поднимали всегда и на сегодняшний день поднимаем с моими коллегами. Это то, что очень важно на сегодняшний день нам все вместе победить. И это сделать нужно именно вместе. Те сотрудники, которые вот эти вот камеры, видеокамеры отдают именно для просмотра и записи, они, я уверен, что они просто себе делают алиби, и они хотят перейти на сторону народа, но делают это как могут. И это, в принципе-то, и приветствуется. То, что еще я хотел затронуть, это может быть просто для эфира, чтобы сотрудники, которые это посмотрят, поняли, что очень много примеров, когда именно теперешний режим, а то есть сам Лукашенко, предавал сотрудников. Когда я работал в 2001 году, мы были в резиденции президента, я тогда еще не понимал, что происходит, но была акция протеста, и тогда был начальник службы безопасности Леонид Ерин. Тогда было порядка, насколько я сейчас разговаривал с человеком, более 10 тысяч людей, которые именно поднялись, встали на этот протест. И была очень серьезная именно информация пошла в органы. Мы были в резиденции президента, и я помню, когда, и помнит мой коллега, с которым я разговаривал, когда Леонид Ерин спустился к нам и сказал: ребята, вся надежда только на вас, потому что служба безопасности нас защитит, конечно, насколько может, но они не так подготовлены. То есть мы надеемся именно на вас, на вашу подготовку, и только нас не предайте. Вот говорю это дословно. И было обещано, что точно так же, вот как сейчас Лукашенко говорит, значит, что мы в долгу не останемся. Почему эти слова помню? Было точно так же сказано именно нам. Обещались квартиры, льготные условия, и это все было озвучено. Но до сих пор даже не то, что сотрудник, а даже само подразделение «Алмаз» не получило ни одной квартиры, никакой поддержки, а служба безопасности получила очень много значков, медалей, там, орденов и тому подобное. Поэтому я думаю, что просто этот вот сам режим, он просто распадается. Спадар Ігор, але вы кажаце, што гэтыя відэа хутчэй за ўсё зліваецца мае байцы. У мяне наконт гэтага ёсць вялікі сумнеў, таму што вылічыць, на чыю камеру гэта запісана, вельмі проста. Праўда, вось мы бачылі там, напрыклад, нумар нейкага амапаўца, які стаіць, но ён жа будзе ведаць, хто стаяў па правую руку ад яго і хто гэта запісваў, і з кім яны перамаўляліся. Галасы ёсць у кадрах, нават часамі твары трапляюць, на папярэдніх відэакадрах мы гэта бачылі. То бок хутчэй за ўсё ж такі гэта злівае хтосьці іншы чалавек, які не мае да гэтага дачынення, які проста мае доступ да такіх файлаў. Вы як чалавек, вось былы чалавек з гэтай сістэмы, вы здагадваецеся, хто яшчэ можа мець доступ вось так цэнтралізавана да розных відэакадраў, сабраных з розных акцыяў, і хто б мог перадаваць гэта пазней? Гэта хтосьці сістэмы, хтосьці ў пагонах, ці гэта нейкі сістэмны адміністратар умоўны, які проста мае доступы да кампутара і можа выносіць такія кадры? Я думаю, скорее всего, что это все-таки какой-то системный администратор, который именно вот эти вот файлы все базирует, значит, где ведется именно учет всех этих файлов. И, естественно, это все записывается на какую-то флешку, выносится и таким образом просто дается для публикации. Я чаму пра гэта пытаюся, таму што гэта вельмі істотнае пытанне. Гэта пытанне таго, што ці сярод сілавікоў ёсць людзі, якія спачуваюць таму, што адбываецца ў нашай краіне. Ці гэта людзі, якія недатычныя вось да гэтых людзей у балаклавах. Гэта вельмі істотны момант, пагадзіцеся.
Согласен, согласен и уверен, что я думаю, что все-таки сами сотрудники непосредственно тоже принимают в этом участие, потому что я могу рассказать, значит, один интересный факт, который я получил совсем недавно, в течение пару дней, с моих источников из КГБ. Я получил информацию, что задержаны совсем недавно, буквально пару дней назад, 4 сотрудника ОТО КГБ, которые занимались прослушкой именно тех лиц, которые близки к окружению Лукашенко. Эти люди, основываясь на своих моральных принципах, на своем гражданском долге, абсолютно без каких-то оплат и денег, они эту информацию передавали Степану Бутиле, и это все публиковалось на канале «Нехта». Ці гаворка зараз не ідзе пра вось гэтыя злівы прэс-сакратаркі Александра Лукашенко и Натальи Эйсмонт? Да, конечно. Это именно эти люди, их 4 человека, которые были доступны к этим прослушкам, и они вот эти вот записи отдавали Степану Бутиле. Значит, я что хотел сказать, то, что вот эта вот система, что вы говорите, именно на сотрудниках, то такие сотрудники есть и в очень серьезных элитных подразделениях, а в частности в КГБ. Те люди, которые задержаны, 4 человека, это значит оперативно-технический отдел, они занимались прослушкой высокопоставленных чиновников. Это может быть только в 2 случаях. Либо по решению суда, либо когда заведено ДОП и ведется непосредственное оперативное мероприятие, которое связано именно с прослушкой самих вот этих вот людей. Это означает, что Лукашенко настолько обезопасивал себя, что он даже людей, которым он доверял, которых он поставил вокруг себя, он им просто не доверял, а за ними следил. И на сегодняшний день в КГБ идет очень серьезная работа, чтобы это все не допустить, именно слив этой информации, чтобы не распространить, потому что будет очень серьезная волна, и чиновники просто увидят, как за ними следили и как к ним относились. Это очень серьезный факт. Гаспадар Ігор, ну не зусім з вами пагажуся наконт таго, што праслухоўванне тэлефонаў можа быць толькі з санкцый суда. Мы ведаем ужо прыклады, калі я не памыляюся, справа Белты, калі журналістаў праслухоўвалі, хоць не было яшчэ ніякай санкцыі суда, і ўвогуле яшчэ справа не пачалася, а запісы тэлефонных размоваў, як пазней у судзе высветлілася, вяліся яшчэ да таго, як сама справа пачалася. То бок, хутчэй за ўсё, можна і без санкцый суда у нас праслухоўваць людзей, але, канешне, гэта беспрэцэдэнтна, што праслухоўваецца і вядзецца праслушка людзей з вышэйшых эшелонаў улады. Цікава таксама, вы кажаце, што затрымалі гэтых 4 асобаў. Адкуль вось гэта информация? І ці азначае гэта, што мы больш не пабачым вось такіх цікавых зліваў, не пабачым вось гэтых больш размоваў? Эта информацию я получил от своего информатора из Комитета государственной безопасности. Значит, масштабы вот этой вот операции очень серьезные, потому что задержанные вот эти вот 4 человека обладали очень большим, огромным количеством информации. Значит, оперативники уверены, что очень много информации уже передалось Бутиле, и эта информация будет публиковаться по мере того, как она будет делаться, то, что получено. То, что задержаны эти сотрудники, и вот эта информация, которая до сих пор имеется, то есть там масштабы там просто колоссальные, огромные. И, конечно, естественно, уже таких информаций больше поступать не будет. Еще я хотел сказать именно по поводу вот этого ДОПа, это дело оперативной проверки. То есть что здесь, чтобы люди понимали, в чем основывается вот суть этого ДОПа. То, что ведутся оперативные мероприятия именно на окружение Лукашенко, на близких его людей, и что вот этот вот ДОП, он в любое время, если вдруг будет замечен чиновник в каких-то там серьезных делах или пойдет против системы, то этот ДОП, он автоматически станет уголовным делом.
Спадар Ігор, як вы думаеце, ці вось гэтыя злівы, якія з'яўляюцца ў сеціве, гэтыя відэакадры, размовы эйсмант, вось гэтыя запісы з камераў мапаўцаў, яны нейкім чынам уплываюць на мараль гэтых людзей? Ці яны баяцца вось гэтых далейшых зліваў? Ці ў іх ёсць ад гэтага, ці будзе мець нейкія наступствы? Напрыклад, яны будуць больш адказна сябе паводзіць падчас акцыяў, не біць так, таму што гэтыя кадры відэарэгістратара могуць патрапіць пазней, напрыклад, у сеціва. І яшчэ, ці баяцца яны таксама заяву Святланы Ціханаўскай пра вось гэтую універсальную юрысдыкцыю, што гэтых людзей мапаўцаў могуць уключыць у спісы Інтэрполу, што іх, магчыма, будуць судзіць, і што зараз збіраецца вось гэтая база доказаў таго, каб у любы час, праз 10 гадоў, праз 15 гадоў, неважна калі, але каб асудзіць гэтых людзей. Конечно, то, что они именно сейчас боятся, это неоспоримый факт. Уверен, что на сегодняшний день все сотрудники правоохранительных органов задумываются, потому что они уже знают, и я думаю, что им не нужно повторять, что каждый факт применения насилия над человеком или чрезмерной жестокости, он будет рассматриваться, будет проведено мероприятие, и, значит, каждый сотрудник понесет за это ответственность. То, что вот эта вот книга, которую создала Тихановская, значит, это тоже важный факт. И, скажем так, что все равно по крупицам собирается все, чтобы именно бороться с этим режимом. Но повторюсь, что мы разрабатываем такую методику, чтобы все-таки дать сотрудникам правоохранительных органов сделать правильный шаг, и чтобы не задумались, что их вот эта вот система, этот диктаторский режим никогда не поддержит, он никогда не будет заботиться в дальнейшем, потому что как только он падет, все сотрудники будут забыты. Абсолютно это точно говорю. А все-таки людям нужно будет жить, и как-то, мне кажется, нужно будет вот с этим вот всем бороться. Або прыйдзецца ўцякаць з нашай краіны, як вось давялі, што украінскія беркутаўцы, напрыклад, служаць зараз у беларускім амапе. Дзяніс Івашын, журналіст, знайшоў гэтае сведчанне. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Ігор Макар, былы баец падраздзялення «Алмазу», і адзін з кіраўнікоў, адзін таксама з камандзіраў унутры гэтага падраздзялення быў са мной на сувязі. А мы пераходзім далей,